терпим, рассказываем разные истории. Да и просто говорим о том, о сём. Это с ребятами. А со взрослыми учимся быть родителями самых маленьких и приходим на родительское собрание. «Эхо Москвы» за наше и ваше будущее. Это радио «Эхо Москвы». Мы просто представляем вам новости. Мы просто зовем в нашу студию очевидцев и экспертов. Мы просто задаем им вопросы, которые нельзя не задать. Мы просто спрашиваем ваше мнение о главном. Мы просто развлекаем вас играми и конкурсами. Мы просто предлагаем вам хорошую музыку. Если в вас есть любопытство и любовь к звуку, радио «Эхо Москвы». Персонально ваш. Добрый день. В прямом эфире радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе. У микрофона Руслан Валиев. И в эфире программа «Персонально ваш». Сегодня в гостях нашей студии «Персонально ваш» публицист, политтехнолог Станислав Белковский. Здравствуйте, Станислав. Здравствуйте. Я сразу напомню нашим радиослушателям номер для СМС-сообщений, куда вы можете присылать нашему гостю вопросы. +7 927 304 10 51. Также вы можете слать свои вопросы в мессенджере Telegram по этому же номеру. Прямая трансляция в Фейсбуке и на Ютубе у нас также запущена. Станислав, хотелось бы начать с темы, которая является вроде как сугубо нашей местной, да, республиканской, но уже стала выходить и на федеральный уровень. Это тема вокруг нашего южного, скажем, города Сибая, где смог вот уже несколько месяцев, в общем, не дает комфортно жить жителям. И совсем недавно, несколько дней назад, его жители обратились с видеообращением к Путину, да, с просьбой разобраться в ситуации, а мэр города Рустем Авзалов, в общем, довольно эмоционально высказался вчера на тему того, как жители обращаются к президенту, обвинил их в неуважении к власти, назвал нехорошими словами и вообще в целом отреагировал неадекватно. Пока не забыл, что называется, я скажу, зачем я приехал в Уфу сегодня в 19:00, здесь же в этом же здании. А мы об этом сказали. 2, да, будет моя лекция на тему российского федерализма, но это название никого не должно обманывать, мы поговорим обо всем, о чем хотим. Поэтому приглашаю всех прийти на Гугле 72 сегодня в 19:00. Понимаете, власть немножко съехала с катушек, конечно, потому что мэр должен взять на себя ответственность, в первую очередь уйти в отставку. Это нормальная политическая реакция на такого типа раздражитель. В отставку из-за ситуации или из-за такого высказывания? Из-за ситуации, во-первых, а из-за высказывания вдвойне. Да, потому что если он политик, то он должен понимать, что он несет политическую ответственность. А политик ли мэр города, которого назначили сверху? Это вопрос к нему. Угу. Должность политическая, поэтому по статусу он политик. Конечно, надо немедленно уходить в отставку и все. И заниматься семьей. Если ты не умеешь обращаться с народом, который тебе поручен, и которым тебе поручено заниматься, зачем тебе быть мэром? Воровать можно в других местах, правда? Я понимаю, что оторваться от кормушки невозможно. Это ужасная психологическая травма и стресс. Он уже расписал свои доходы нелегальные на 10 лет вперед. И тут вдруг уходить, конечно, я понимаю, что это очень тяжело. А это скорее правило поведения для российского чиновничества в целом? Для чиновничества, да, потому что она чувствует себя полностью безнаказанным. И главное, что чужие примеры никому ничего не учат. Вот это меня поражает. Вот уже и министр экономического развития сел в тюрьму. И губернаторы уже сели в товарных количествах. И сенаторы уже садятся. А разве они по этой причине сели в тюрьму? Это разве не внутренние клановые разборки? Это внутренние клановые разборки. Но, ребята, вы же понимаете, что, дорогой мэр, я не помню, как зовут мэра Сибая, ты не понимаешь разве, что у тебя тоже есть враги аппаратные, которые тебя подставят и посадят? Не учили вести себя корректно, чтобы не создавать дополнительных поводов для такого развития событий. Угу. Вчера вот в нашем эфире был Евгений Ройзман, и он, в общем, выразил мнение, что не может быть иначе, поскольку муниципальные власти подотчетны не людям, а вышестоящему начальству, и что при нынешнем режиме ситуация не может измениться. Согласны ли вы с такой позицией? Отчасти да, но отчасти и нет, потому что все зависит от позиции конкретного человека. Если он чувствует свою политическую ответственность, она у него есть, не чувствует — нет. Но я просто призываю всех чиновников понять, что, ребят, вы сядете, обязательно сядете, потому что у вас много врагов. Я понимаю, что народ вам наплевать. Я даже не вступаю в полемику на эту тему и не пытаюсь убедить вас, сволочи, чтобы вы любили народ. Вы не пришли на эти посты, я понимаю, не для этого, а чтобы воровать. Ну хорошо, но вы же понимаете, что на эти посты есть другие претенденты, которые тоже хотят воровать. Так вы ведите хотя бы прилично, внешне. А если особо претендентов нет? Вот говорят, что в некоторых регионах бывает сложно даже поменять руководителя, потому что вот не на кого. Полная ерунда, полная. Это, знаете, когда чиновник крупного... Знаете, вот у меня был один часто лирическое отступление, но имеет отношение к делу. Мне в 90-е годы я дружил с одним, собственно, я продолжаю дружить с ним сейчас.
один крупный федеральный начальник, который возглавлял одно очень убыточное государственное предприятие, скажем так. Я его спрашиваю, а что ты возглавляешь это убыточное государственное предприятие, когда там никаких доходов нет? Он говорит, знаешь, в любой верхней вольте 2 человека, король и министр финансов, живут хорошо. Это никогда я не верю в то, что вот чиновник устал, я ухожу, как бы, если Ельцин. Да не устал, не ухожу. Эта риторика «устал, ухожу» возникает, когда тебя увольняют уже принудительно. Поэтому фактически любой чиновник в Российской Федерации стоит перед выбором уйти добровольно или сесть в тюрьму. Потому что наворовали все в огромном количестве. Вопрос только в том, кто понимает истинный смысл своего служения, а кто не понимает. Вот, судя по всему, мэр Сибая не понимает, во что он влип. И когда его поведут на суд в тюрьму, он будет смотреть, хлопать глазами и говорить, как же я такой честный человек, за что же меня посадили? Сливайся сейчас, мой совет. Ну, между тем, жители Сибая обратились таки к Путину, да? На ваш взгляд, до Путина такие вещи доходят? И интересно ли ему это? Они до него доходят, если ему докладывают его пресс-служба Дмитрий Сергеевич Песков. Кстати, вот Песков сегодня уже сказал, что информация дошла. Ну все, у меня нет никаких оснований не доверять заявлению Дмитрия Сергеевича. Угу. А насколько вот Путину важны вот эти вещи, да, внутриполитические? Ему важны любые демонстративные шаги, которые показывают, что бюрократия против народа, он за. Что царь хороший, бояре плохие. Поэтому, дорогие бояре, готовьтесь. Плохо для вас всегда приготовлено. А как вам вот такая точка зрения, что Путина вообще внутренние такие сложности раздражают больше, а внешняя политика только не Совершенно верно. Я с этим согласен. Но все равно ему надо показывать, какой он добрый царь. А ничего не, так сказать, не укрепляет его статус доброго царя лучше, чем показательная расправа над боярами. Угу. То есть его не волнует это по смыслу, да? Ну, Песков приходит и говорит, а вот смотрите, какой капец. Да. Типа удобный случай показать, что вы добрый царь. Да, конечно, да. Ага. И, кстати, вот в этой ситуации чего можно ждать? Какой реакции? Какой может быть сценарий развития событий? Как он может продемонстрировать вот свою добрую волю? Он много раз это демонстрировал. Он может всех уволить и посадить. Это не значит, что проблема решится тем самым, потому что уже само решение проблемы его не так беспокоит. Но народ будет доволен, правда, если посадит мэра Сибая. Ага. А может ли это как-то отразиться на рейтингах, скажем, да, Радия Хабирова, который совсем недавно был отправлен? Да, мне кажется, что Радия Хабирова назначили слишком рано. Радий Фаридович, безусловно, очень талантливый руководитель и креатор. Не случайно он занимался столько лет внутренней политикой в Кремле, в администрации президента. Но рановато его назначили. Его надо было где-то в апреле-мае назначить. Тогда беспроблемно он бы стал президентом Башкирии. Он, скорее всего, станет и в нынешней ситуации, но поскольку его назначили очень рано, то он во многом негативно капитализируется на проблемах предшественников. Да. Угу. А, кстати, почему? Ведь в Кремле должны все обдумать заранее. Как так получилось? Никогда в Кремле ничего не обдумывают заранее. Понимаете, Владимир Владимирович Путин сам по психологии, своей, по психотипу, не стратег, а тактик. Он все решения принимает в последний момент. Соответственно, эта психология распространяется и на все ветви власти, и на всю инфраструктуру власти. В последний момент решает, кого куда поставить. А, кстати, это чем чревато? Вот кроме того, что действительно сложнее будет выборы эти выиграть, другие какие-то есть риски из-за этого решения? Нет, он выиграет все равно, я не сомневаюсь. Потому что нет соперников. Но это будет чуть сложнее, чем если бы его назначили чуть позже. Угу. Ну, раз уж мы затронули Радия Хабирова, вот хотел бы вот что вас уточнить. Ведь он долгое время проработал в управлении внутренней политики администрации президента России. Это плюс или минус для жителей республики, на ваш взгляд? Плюс. Потому что, понимаете, наше русское сознание провинциально. Вот русские могут Богу молиться на Америку. Да? Причем не важно, с каким знаком. То, что Америка источник всяческого зла или добра, то зла. Да? Это просто признак нашего религиозного поклонения внешней силе. Так и здесь. Если человек работал в Москве на высоких должностях, то для любого региона это хорошо. Это показывает, что он доказал свою состоятельность на федеральном уровне. И с учетом провинциального сознания, значит, он тем более может руководить собственным регионом. Угу. А вам, кстати, не приходилось с ним как-то взаимодействовать, когда он работал в Кремле? Я не могу ответить на этот вопрос. Угу. То есть одни плюсы, минусов вообще никаких, да? В плане самостоятельности, смысле? Может быть, да? Например, человек, который не работал в прошлом в администрации президента, возможно, мог бы быть более самостоятельным при принятии решений? Нет. Самостоятельность — это внутреннее состояние. Де-факто президент Башкортостана полностью зависим от Кремля. А как он, какие степени свободы он себе определил, это вопрос личности. Угу. Да, вот, собственно, как он сможет себя поставить в отношениях с Кремлем. И в этом смысле, мне кажется, что у Радия Фаридовича есть определенные преимущества, потому что он сможет поставить в отношениях с Кремлем, убедив определенных кремлевских чиновников, что надо вмешиваться во всю. Ну, надо что-то оставить и региональной власти. Угу. Но если рассматривать ситуацию сугубо формально, то главарь любого региона тотально зависим от Кремля. Во всех вопросах, кроме, естественно, воровства, которое всегда дается на откуп непосредственно воровскому звену.
Напомню нашим слушателям, что в гостях программы «Персонально ваш» публицист Станислав Белковский. Вопросы по номеру +7 927 304 10 51 уже начали поступать. Мы чуть позже обратимся к ним. Способны ли вот такие экстрафакторы, как ситуация в Сибае, все-таки серьезно повлиять на ситуацию с выборами в сентябре? Или это вот какая-то мелочь? Нет, не способны, потому что нет альтернативы Хабирову. Если бы она была, то это было бы возможно. Ее почему нет? Ее нет, потому что долго шел подбор кандидатур. И, в частности, одним из кандидатов, на мой взгляд, я не утверждаю это, но по моей версии, скажем так, был взятие Игоря Ивановича Сечина, Тимур Булат Каримов, да. Тоже очень сильная кандидатура, я сейчас не иронизирую нисколько, да. Сильный менеджер, безусловно, он мэр города Плес, и как человек, который несколько раз бывал в городе Плес, могу сказать, что он отстроил этот город просто блестяще. Но уже все сошлось на Раде Фаритовича, и, так сказать, здесь никакой конкурентной ситуации, конкурентной среды нет. А вы не допускаете возникновения из местных, скажем, да, каких-то элит сильного кандидата, который может реально... Ну, только если это как сценарий Навальный 2013 в Москве. То есть как человек, который заведомо идет на поражение, но с достойным результатом. Такой кандидат может возникнуть. Да. Но не кандидат, который реально будет оспаривать пост президента. Этот кандидат, он благодаря чему может возникнуть? В принципе, как Потому что есть протестные настроения, которые... Понимаете, а протестные настроения, их главная содержательная основа — отчаяние. Что вот, да, я понимаю, что мой кандидат не победит, но все равно назло вам я за него проголосую. Как это было с Навальным в 2013 году. Никто не верил, что Навальный победит. Нет, конечно. Но все люди, которые хотели показать фигу власти, они показали таким образом фигу. И этот кандидат, по идее, должен быть согласован в Кремле, так ведь? Да, он как и Навальный в 2013 году был согласован в Кремле. Именно поэтому он не сел в тюрьму. А вот в нынешней ситуации, когда в некоторых регионах сюрпризы, да, возникают во время выборов, насколько вероятен такой сценарий в Башкирии? Кремль это очень боится. Там действительно и ситуация в Приморском крае, в Хакасии, и уж у Владимирской области. Понимаете, ну, Приморье это оппозиционный регион вообще. Дальний Восток вообще очень бунтует против России. И я сейчас скажу крамольную мысль, но если провести, на мой взгляд, референдум сейчас в нескольких дальневосточных регионах о присоединении к Японии, то этот референдум даст положительный результат. Поэтому жители Курил, безусловно, хотят перейти в японскую юрисдикцию. В Башкирии, наверное, это не относится. Нет, не относится. Не относится. Я просто говорю о том, что даже во Владимирской области, которая вообще, так сказать, ну это вот типичная русская дыра. Прости господи, значит, хотя Владимир это, собственно, историческая столица России, да, предшествующая Москве, Владимирская область. Да? И там, собственно, протестные настроения достигли такого накала, что прокатили губернатора Светлану Орлову. Да, это в принципе возможно. И Кремль ужасно боится повторения таких сценариев в знаковых регионах, а безусловно Башкортостан знаковый регион. Потому что очень важно, если тут что-то пойдет не по сценарию, это ужасно для Кремля, потому что это вот знаковых регионов всего немного. Татарстан, Башкортостан и Петербург. Вот здесь Кремль должен просто держать все, чтобы ни в коем случае не случилось никакого внештатного, неординарного сценария. На каких условиях, по вашему мнению, поставили Хабирова, спрашивает вас Салават? Смотря, что мы понимаем под условиями. Ну, каких? Ради Хабиров опытный чиновник и федерального, например, регионального... сделать то и не сделать это, грубо говоря, что может быть? Нет, я думаю, что нет никаких конкретных условий. Просто было представление о том, что человек легко выиграет выборы. Потому что он, с одной стороны, укоренен в местной элите, еще с тех пор, как он был руководителем администрации Муртаза Рахимова, с другой стороны, он имеет огромный опыт работы на федеральном. Именно поэтому его поставили, да, потому что важно было поставить человека, который без риска, вот, который не создает дополнительных рисков в своей кандидатуре. А условия какие условия? Подчиняться Кремлю. Это главные базовые условия. А воровать можешь как хочешь. Главное, подчиняйся Кремлю. Как хочешь или все-таки в каких-то рамках? В каких-то рамках. Те, кто за эти рамки выходил, сели. А эти рамки, их как можно описать? Вот в двух словах, скажем, образно. Как-то. Рамки определяются учетом интересов тех людей, которые поставили тебя на должность. Учитывая их интересы. А вы можете этих людей назвать? Более-менее в каком-то приближении? Нет. Потому что не знаете или просто вы не можете их назвать? Не могу их назвать. Но это люди в администрации президента. Это, скажем, главы крупных государственных корпораций. Корпораций, понятно. Вопрос от слушателя. Сибай — единственный город, где поставлен памятник Заки Валиди. Бандера, Власов, Валиди — звенья одной нацистской цепи, утверждает радиослушатель. Ну, как бы здесь отдельный вопрос, да? Валиди в Турции приговорен за пособничество нацистам. Так, может, сибайцам стоит газку нюхнуть, спрашивает он. Как загнул. Ну, это какой-то бот или тролль, правда? Который, видимо, отстаивает позицию мэра города Сибая, пытаясь показать, что жители, которые задыхаются в чаду, значит, должны умереть. Нет, и сегодня мы будем обсуждать Валидова, собственно, вот на моей лекции, так сказать.
Проблема национализма, она вообще очень сложна. И я очень много времени уделил в своей жизни изучению феномена Адольфа Гитлера. Потому что неожиданно, будучи советским школьником, я знал, что Гитлер — это сплошное зло, что это все ужасно, что была какая-то антигитлеровская коалиция, которая сокрушила Гитлера. Я не мог понять только одного. Почему, если Гитлер такой плохой, почему за него была вся Европа? Вся абсолютно. И вот я помню, что в 2004 году я впервые пошел на экскурсию в Киево-Печерскую лавру, Свято-Успенскую, одну из важнейших святынь православия, кстати, земное удел Богородицы, наряду с Афоном. Киево-Печерская лавра. Это очень важная православная святыня в глобальном масштабе. И экскурсовод говорит, лавра закрылась в начале 20-х годов, понятно, большевики ее закрыли, и она открылась снова в 1941 году. И тут я поймал за язык нашего экскурсовода и сказал, простите, пожалуйста, а почему она открылась в 1941 году? И почему? И тут экскурсовод хотел провалиться сквозь землю. Он понимал, что он сказал что-то лишнее. А Гитлер пришел, потому что нацисты взяли власть, и лавра открылась при нацистах. Так, а по поводу Европы? Европа вся была абсолютно за Гитлера. Все страны Европы, включая Францию, главного врага Германии исторически, да? Врага другого. Только Черчилль, Уинстон Черчилль. И даже Великобритания была за Гитлера. Потому что происходит та же ситуация, которая сегодня происходит в Европе. Да? Потому что открытость, миграция, ассимиляция чуждых элементов в основные титульные европейские нации, все это очень раздражало. Кроме того, в Европе страшно не любили евреев. Страшно. Вы говорите о людях или об элитах? И об элитах, и о людях. И тот политик, который официально провозгласил антисемитизм своим курсом, он имел огромную поддержку в самых разных странах Европы, и Германия никогда не приобрела того веса, того влияния в Европе в начале 40-х годов, если бы нет фактов. От Владимира вопрос. Да, так вот, возвращаясь к сегодняшнему, да, поэтому вопросы национализма, они очень тонкие, с ними надо обращаться очень аккуратно и деликатно. Потому что Гитлера встречали как освободителя во многих регионах Советского Союза. Я уже про Прибалтику не говорю, там просто все были за Гитлера, абсолютно, тотально. Единственная страна Юденфрай, где зачистили всех евреев, была Эстония. И сдали всех абсолютно. У нас тем временем подошло время к перерыву на новости, после чего мы вернемся со Станиславом Белковским в эфир. Оставайтесь с нами. 13 часов 30 минут московское время. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». Добрый день. Кремль призывает готовиться к худшему в связи с новыми американскими санкциями. Сейчас нет надежды на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он сказал, что в основе нового законопроекта о санкциях, который предложили американские конгрессмены, лежат эмоции и оголтелая русофобия. Это была цитата. Новые санкции предполагают ограничения на инвесторов, на сделки с российским госдолгом, а также ограничительные меры против российских энергокомпаний и банков. Кроме того, предлагается ввести санкции против российских проектов по добыче природного газа за рубежом и лиц, связанных с президентом Путиным. Санкции призваны усилить давление на Россию в ответ на ее вмешательство в демократические процессы за рубежом, пагубное влияние в Сирии и агрессию против Украины, говорится в законопроекте. Вероятные новые санкции Вашингтона против российского госдолга прежде всего ударят по иностранным инвесторам, и США, цитирую, «сами себе выстрелят в ногу», считает первый вице-премьер министра финансов Антон Силуанов. По его словам, новые возможные ограничения неприятны, но российские власти к этому готовы. Представители общественных организаций Дагестана просят президента Путина и руководителя республики Васильева в срочном порядке вмешаться в процесс уточнения границы с Чечней. Общественники возмущены прежде тем, что процесс согласования границ закрыт. В обсуждении не участвуют жители приграничных районов, представители общественности и эксперты. Ранее был подписан договор о границах между Чечней и Ингушетией, и это вызвало массовые протесты в Ингушетии. Минюст внес в реестр иностранных агентов еще 2
организации, которыми руководит правозащитник Лев Пономарев. Это Фонд в защиту прав заключенных и региональная общественная организация «Горячая линия». 13 февраля в список иностранных агентов было внесено движение «За права человека». Оно попало в реестр по итогам внеплановой проверки, которая началась, когда Пономарев находился под арестом. Замоскворецкий суд Москвы снял обеспечительный арест с имущества бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Он осужден на 8 лет по обвинению в коррупции. На снятие ареста настаивали адвокаты Улюкаева, указывая на то, что в приговоре нет разъяснений по поводу судьбы арестованного имущества. Таким образом, из-под ареста освобождены 10 земельных участков, жилой дом, автомобили, денежные средства на общую сумму более $1 миллиона и около 300 миллионов рублей, сообщает Интерфакс. Судебное заседание проходило без министра. Улюкаев заявил, что не хочет в нем участвовать по видеосвязи. 15 работников роддома номер 10 из Зюзина пришли в столичный департамент здравоохранения и требуют встречи с чиновниками. В акции участвуют несколько жителей района, муниципальные депутаты, а также представители независимых медицинских профсоюзов «Действие» и «Альянс врачей», сообщает «Коммерсант». В ноябре прошлого года Зюзинский райсуд приостановил работу роддома номер 10, единственного в районе. Это сделано по требованию Роспотребнадзора, который обнаружил нарушение санитарно-эпидемиологического режима. В Москве в ближайшие сутки облачные небольшие осадки. Этой ночью до -6, завтра днем 0 плюс 2 градуса. Ирина Меркулова, служба информации, Эхо Москвы. Такого в Уфе еще не было. Функциональный тренинг e-cycle, клубный звук и свет, датчики активности и продвинутые тренеры. Мы позаботились обо всем. Вам нужно позаботиться только о собственном теле. GetBet. Фитнес-студия нового формата. Узнай больше и получи 2 бесплатные тренировки на getbet.ru. 18+. По понедельникам в студии «Эхо Москвы» в Уфе подводить итоги прошедшей недели будет Азамат Саитов и его гости. Каждый понедельник вместо программы «Персонально ваш» слушайте программу «Послесловие» с Азаматом Саитовым после 15 часов. 15 февраля вместе с гостями студии «Эхо Москвы» в Уфе, директором студии групповых тренировок GetBet Айратом Гильмановым и фитнес-директором Алексеем Сулеймановым обсудим фитнес-тренды 2019 года. Слушайте эфир в пятницу в 8:45. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Бездействие. Вайымһыҙлыҡ. Бездействие администрации. Хакимиәттең вайымһыҙлығы. Бездействие администрации. Хакимиәттең вайымһыҙлығы. Суд признал незаконным бездействие администрации Сибая. Суд Сибай ҡалаһы хакимиәтенең вайымһыҙлығын законға ярашһыҙ дип тапты. Суд признал незаконным бездействие администрации Сибая. Суд Сибай ҡалаһы хакимиәтенең вайымһыҙлығын законға ярашһыҙ дип тапты. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Персонально ваш. А мы продолжаем программу «Персонально ваш» в прямом эфире «Эхо Москвы» в Уфе. У микрофона Руслан Валиев. Вместе со мной в студии публицист Станислав Белковский. Номер для ваших смс-сообщений +7 927 304 10 51. Владимир пишет, что рад вас слышать, во-первых. И вопрос как к специалисту обращает. Как вы оцениваете шансы Игоря Смешко на выборах на территории Украины? Ну, видимо, президента. Я, безусловно, Игорь Смешко не выйдет во второй тур. Это я на всякий случай прокомментирую, потому что многие, может, наверное, не знают, что Игорь Смешко — это бывший руководитель службы безопасности Украины, генерал-полковник, значит, весьма солидный, серьезный кандидат, я с ним лично знаком, безусловно, это очень серьезный человек. Но, конечно, он не выйдет во второй тур. Я думаю, что основная цель его участия в выборах — это предъявить компромат на других участников, и он это и сделает. И уже в этом смысле его участие весьма полезно. Угу. Так, значит,
Тут у нас просто реплики по ходу дела. Кстати, друзья, не забывайте подписываться, когда присылаете вопросы. В Телеграме у нас сообщение. Правда ли, что Невзоров выгнал вас из паноптикума из-за инцидента в халате? Ну, это смешной вопрос. Инцидент в халате, естественно, был полностью согласован с Александром Глебовичем Невзоровым. Это происходило у него в студии. Вот, нет, никто не выгонял меня из паноптикума. Я сам ушел, потому что я сейчас замышляю новый проект для телеканала «Дождь» и для радио «Эхо Москвы» тоже. Пока рано говорить о том, какой это будет проект. На ближайшие месяцы станет понятно. Вот, нет, я добровольно абсолютно подал в отставку из паноптикума и всячески поддерживаю кандидатуру моего преемника Василия Уткина, который, мне кажется, блестяще справится со своими задачами. Уже первый эфир с Василием, который был неделю назад, это подтвердил. Салават вас спрашивает, возвращаясь к повестке Республики Башкортостан, кто влиятельнее, Минниханов, президент Татарстана, или глава Республики Хабиров, временно исполняющий обязанности? Сложно ответить на этот вопрос. Хороший вопрос. Всякий вопрос, на который сложно ответить, хороший. Потому что Минниханов, знаете, Татарстан очень несет свою самость. Вот я много поездил, будет смеяться, по России за последние годы с лекциями, с разными выступлениями. И всегда, когда приезжаешь в такой титульный русский регион, ты видишь разруху. Первое, что ты видишь. Когда ты приезжаешь в Казань, ты разрухи не видишь. Ты видишь регион, который несет себя как фактически прототип самостоятельного государства. И, конечно, это всех раздражает. И в этом смысле Минниханов очень влиятелен. Хабиров более влиятелен, потому что у него очень эшелонированные коммуникации на федеральном уровне. Это другой масштаб, другая структура влияния, я бы так сказал. Поэтому они сопоставимы. А насколько все-таки жителям Башкирии легче от того, что у Хабирова, скажем, вот эти вот связи в Кремле? Ну, конечно, легче, потому что легче решать вопросы, которые имеют непосредственное отношение к судьбе региона. Вот вы говорите, что у Минниханова вот этого меньше, да, но при этом там у них уже все хорошо. Потому что Татарстан еще с времен Митимяр Шариповича Шаймиева культивировался как независимое государство. Ну, ведь начинали это примерно одинаково. Башкортостан тоже. Ну, при Рахимове. В Башкортостане это несколько сошло на нет, а в Казани нет. А что пошло не так в Башкортостане? Я не хочу сказать, что пошло не так. Но, видимо, не хватило, как Владимир Семенович Высоцкий говорил, подвела меня мой друг дыхалка. Я рванул как на 500 и спекся, да? Сколько на 10 тысяч рванул как на 500 и спекся. Ну, не хватило дыхания. Нужно какое-то новое дыхание этому придать. Сможет ли это сделать Ради Фаридович, хочет ли он это сделать, я не знаю. Надо спрашивать у него. Не хватило дыхания конкретным людям? Да. Лидерам, политической элите не хватило дыхания. Вот в Татарстане совершенно очевидно. Вот я приезжал в Татарстан в прошлом году с лекцией, такой же, как приехал сюда сегодня. Ну, значит, я жил в гостинице, которая с видом на мечеть Кул-Шариф. А Кул-Шариф, как мы знаем, это злейший враг России, борец с Иваном Грозным и, собственно, с русской колонизацией татар. Да, значит, и, собственно, Татарстан не стесняется того, что, так сказать, злейший враг России, он дал свое имя главной мечети города. И это остается. Да? В Башкортостане, во-первых, естественно, проблема этническая, потому что башкиры не составляют большинство населения Башкортостана, да? В отличие, так сказать, поэтому это немножко несимметричная ситуация, не изоморфная Татарстана, но это в конечном счете вопрос элит. Элит или конкретно первого президента республики Муртазы Рахимова? В том числе, да, потому что все-таки Муртаза, он, да, изначально был на это очень сильно нацелен, настроен, но судьба его сына, всякие коррупционные схемы и так далее, видимо, отвлекли его от этого. Вот смотрите. Возраст, здоровье и так далее. Ради Хабиров сейчас демонстративно, в общем, обращается, да, к опыту Муртазы Рахимова, приглашает его на различные мероприятия, поздравляет и так далее. Ну, потому что он должен дистанцироваться как-то своего непосредственного предшественника, господина Хамитова, да, поэтому... А зачем? В чем смысл дистанцироваться? В том, что новое тем хорошо, что оно отличается от старого. А старый — это уже Хамитов, а не Рахимов. То есть правильно всегда предшественника нет, хаять, нет, того, кто при был Рахимове Башкортостан, безусловно, был более независимым, воспринимался, чем при Хамитове, да. Поэтому я думаю, что Ради Фаридович эксплуатирует эту историю. Угу. Но реальной независимости хотя бы частично вернуть уже не получится. Знаете, это, как гласит китайская поговорка, покорность и непокорность вещи относительные. Это как получится, да, так сказать, как поставить себя новый глава Башкортостана в отношениях с Кремлем. Это очень субъективно. Угу. Насколько вам... Я думаю, что Ради Фаридович может себя поставить, если захочет, так что де-факто уровень автономии Башкортостана возрастет. В каких вопросах это может? В самых разных. Учитывая, как вы правильно сказали, собственно, то, о чем я говорю много лет подряд, что Владимир Владимирович не очень интересуется внутренней политикой. Ему главное, чтобы все было хорошо. Чечня, вот, допустим, она де-факто независимое государство. Беспокоит ли это Путина? Нет. Ему главное, чтобы все было формально хорошо.
Чечня признает свою часть Российской Федерации? Признает. Войны нет? Нет. Ну и замечательно. То есть сейчас, по сути, такая ситуация, что регионы могут повторить опыт начала 90-х годов, потребовав больше суверенитета и получить его. Но по другим соусам. Не так, как при Ельцине, а так, как при Путине. Под флагом абсолютного верноподданничества, да. Ага, то есть видимость сохранится вертикально, но по факту... Главное сохранить видимость, да. Угу. Вот на этом фоне пошли разговоры о том, что в России возможно изменение Конституции в части административно-территориального деления. Насколько вам кажется реальной идея укрупнения субъекта федерации? Слышали ли вы? Нереально абсолютно. Конечно, слышу, она обсуждается с 2000 года, то есть 19 лет подряд. И, собственно, федеральные округа были прототипами вот новых укрупненных регионов. Нет, Путин на это не пойдет. Потому что он очень консервативен, с одной стороны, и он не хочет менять Конституцию ради таких вещей. То есть он может менять Конституцию ради того, чтобы пролонгировать собственные полномочия. Но не для того, чтобы менять административно-территориальное деление, что для него не является ключевой проблемой в его сознании. Кроме того, я думаю, что Владимир Владимирович прислушивается к аргументу о том, что чем крупнее будут регионы России, тем скорее она распадется на эти регионы. Вот на мелкие регионы она не распадется. Да, пока Татарстан, Башкортостан остается всего лишь тем, чем они есть сегодня, да, и территориальные, потому что они заперты в общем пространстве России, они никуда не денутся. Но если стать большие регионы, которые уже будут ощущать себя абсолютно самостоятельно экономически, которые будут иметь границы с другими государствами, здесь риск сепаратизма существенно возрастает. Вот при этом рейтинг Путина в последнее время упал до исторического минимума. Этот вот рейтинг конкретного Путина, он как-то коррелируется с рейтингами губернаторов? Нет, вообще никак. Потому что рейтинг Путина — это вопрос его легитимности. Легитимности царя. Путин царь. Он культивирует монархический ритуал. И ответ на вопрос, хотите ли вы видеть Путина президентом России, равнозначен ответу на вопрос, считаете ли вы, что Россией должен править царь. Губернатор — это не царь, это чиновник, это плохой боярин при добром царе, поэтому никак одно с другим не коррелирует вообще. То есть те же люди, которые голосуют против губернаторов-единороссов, спокойно совершенно проголосуют за Путина президента. И наоборот. Да. Вот вы сказали, что вопрос изменения Конституции касательно регионов — это вряд ли, но касательно продления полномочий это вполне возможно. Вот здесь какой сценарий вам видится наиболее вероятным? Что могут придумать? Это неизвестно, потому что Путин будет принимать решение в тот момент, когда он решит уйти. Когда он решит уйти, это надо спросить у него. Это нет такой силы, которая... Это он решит в последний момент, да, верно? Он решит в последний момент. Думаю, что преемником пока остается Дмитрий Анатольевич Медведев. Так что ничего лучшего Путин за всю свою историю не нашел. Кстати, почему? Почему именно он? Хотя людей-то вокруг вроде много верных. Потому что Дмитрий Анатольевич доказал, понимаете, что ему можно доверять. Опытным путем. Да, опытным путем. Это же отставка, вот эта рокировка 24 сентября 2011 года, это был абсолютно библейский сюжет, моление о чаше. Да, когда Иисус Христос в Гефсиманском саду молился о том, чтобы исполнилась не его воля, а воля Отца. Вот так и Дмитрий Анатольевич попросил, чтобы исполнилась не его воля, он хотел остаться, безусловно, президентом второй срок. И многие считали, что так и будет, и я так считал. И Барак Обама. И были те, кто... Гомер, Мильтон и Паниковский. Барак Обама, значит, Алексей Леонидович Кудрин и я считали, что он останется на второй срок. Да, значит, но нет, Путин сказал, что все-таки нет, второго срока не будет, будет снова я. И Медведев этому подчинился. А представить себе любого другого человека на этом посту, кто добровольно бы его уступил, достаточно сложно. Да, потому что в России все решает Тарон. И если бы Дмитрий Анатольевич Медведев условно приказал бы арестовать Владимира Владимировича за крамолу, арестовали бы, пока Медведев президент. Когда нет, конечно, не уже все. Да, и поэтому для Путина важно доверие к преемнику. Так сказать, безусловно, доверием пользуется Дмитрий Анатольевич, как бы к нему не относиться. При преемнике Медведеве Путин планирует, на ваш взгляд, уйти на пенсию или все-таки занимать какого-то там, отца нации? Типа? Отца нации, конечно, да. Будет отцом нации, потому что он уже не может этого избежать. Понимаете, он не император Диоклетиан, выращивающий капусту, поскольку он слишком много делов наворочил. И не только в бизнес-смысле, но и в политическом. Это и Крым. Сейчас, особенно если дадут Курила, он тоже должен взять на себя... Я поддерживаю как передачу Курила, да? В отличие от аннексии Крыма, но все равно он должен будет взять на себя за это историческую ответственность. И он не может... Пока он не умер, он безусловно останется в российской политике в той или ином качестве. Для будущего страны это как-то чревато чем-то? Или это, в общем, кончится и ладно, и дальше будем жить? Это чревато. Собственно, это чревато уже сегодня, потому что страна идет путем самоизоляции. Мы... собственно, изолируем себя и не только от международных финансов, бог бы с ними, финансов много везде, да? Но Россия становится меккой криминального капитала, наркокапитала, потому что он замещает легальный капитал, от которого мы отключены, и это довольно тревожно. Но денег в мире много, и гораздо больше, чем объектов вложений. А мы отключаем себя от технологий
технологической эволюции, что во всем мире уже через 5-7 лет рак перестанет быть страшной болезнью. Он будет излечиваться как грипп. Да, сказать, а мы на обочине этого процесса. Вот это очень печально и тревожно. Согласны ли вы с мнением тех, кто считает, что вот закон об автономном интернете это все-таки останется, в общем, такой некой инсинуацией, и денег реально на его реализацию не будет, и, в общем, все забудется? Да, я, в общем, считаю, что в базовом сценарии план А так и есть. Это фейк. Но в аварийном сценарии может случиться все, что угодно. Аварийный сценарий... Если я попадет под хвост Владимиру Владимировичу, кто-то его обидит на международном уровне, и он, может быть, закон будет имплементирован по полной программе, тем более, что эти 20 миллиардов рублей, которые нужны, они лежат на счетах Роснефтегаза, Сургутнефтегаза. То есть не надо думать, что отсутствие их в бюджете помешает имплементации этого закона. Угу. Как вы относитесь к разыгрыванию национальной карты в политической борьбе? Ведь это значит, что у власти должен быть не самый умный и честный, а просто местный, спрашивает вас Сергей. Это неизбежно. В любом процессе нации строительства у нас в Билдинге, да, конечно, националистический фактор всегда всплывает. Это не значит местный. Очень часто идеологами и символами национализма становятся люди, этнически не принадлежащие к тому этносу, который они представляют. То есть имам Шамиль, он же не был чеченцем, тем не менее этническим. Тем не менее, он культовая фигура, абсолютный символ чеченского народа. Да? Поэтому это нормальный процесс. Просто вопрос, как соотноситься, как управлять этим процессом. Вот, возможно, на тему вашего сегодняшнего мероприятия, лекции, да, Салават вас спрашивает, возможен ли в России федерализм в принципе, да? Вот в хорошем виде. Он только и возможен, потому что управлять такой огромной территорией вне федеративных принципов невозможно. А вот сейчас что происходит? Сейчас происходит капец. Очень плохо все происходит. Вроде как вертикаль, все управляется, все Нет, работает. ничего не управляется. Я говорю, завтра будет референдум о присоединении до Приморья к Японии, Приморье проголосует за присоединение к Японии. Вот это и происходит. Поэтому огромное счастье, пока этот референдум не проводится. Здесь Владимир Владимирович прав. Лучше не задавать вопрос, если ты ожидаешь услышать на него неприятный для тебя ответ. Федерализм нужен в том виде, в каком он был вот в 90-е, до Путина, или в каком-то другом виде? Все очень просто. Надо привести все в соответствии с Конституцией. У нас есть основной закон. Да, понятно, что мы вытираем о нем. Не мы вытираем, а власть вытирает о нем ноги. Что все плевать хотели на Конституцию, что мы не уважаем законов. Но если просто буквально трактовать Конституцию, вот так и надо сделать. Чтобы регионы были самостоятельные, чтобы они сами формировали свою исполнительную власть как минимум. Но ведь в этой Конституции у нас суперпрезидентская все-таки страна. Это надо отменить. Да, в этом смысле я против нынешней Конституции. Просто вы задали другой вопрос. Как федерализм вот, будучи суперпрезидентской, страна может быть федеративной реально? Конечно, как при Ельцине было. Просто, к сожалению, многие регионы поддержали фактически дефедерализацию. В том числе и поддержали, конечно, и Ментимер Шарипович Шаймиев, и Муртаза Губайдулович Рахимов в начале нулевых годов, потому что им казалось, что отмена губернаторских выборов поможет им сохраниться на неограниченный срок. Как раз вот, что наличие выборов как раз несет для них риски, а отсутствие выборов не несет для них риски. Но ведь выборы Путин показал, чем все заканчивается. Поэтому, ребят, не играйте против себя, не пилите, собственно, когда там сидите. Поддерживайте федерализм, поддерживайте. Но ведь выборы-то отменили в 2004 году в конце, а начали, скажем так, закручивать гайки еще в 2000-м. То есть это немножко раздвинутые по времени события были. Да, но абсолютно укладывающиеся в одну и ту же логику. То есть был один и тот же процесс. Просто в 2000 году Путин не был так велик и могуч. Он не мог сразу отменить выборы губернатора, у него не хватало внутреннего ресурса легитимности. А в 2004-м этот ресурс уже был, и, собственно, Беслан, Бесланский теракт был создан как повод. Де-факто он не имел никакого отношения к формированию региональных властей, но Путин уже считал, что бунта не будет. Бунта не случилось. А в 2000-м были еще опасения, что если отменить губернаторские выборы, то региональные элиты восстанут против этого. Региональные элиты не собирались восставать против этого. Они считали это залогом своей собственной стабильности, отмену выборов. И получили по заслугам. Правильно ли я вас понимаю, что, в принципе, вот те, кто говорят, что Путин в 2000 году собрал страну, сохранил ее, они не правы? Она и так была нормальной, просто федерация была. А что случилось-то? Не понимаю, что вот Ельцин ушел 31 декабря, 1 января Путин собрал страну? Нет, все было нормально, я согласен. Никакого госраспада России не было. Больше того, федерализм как раз стимулирует не распад России. Каким образом? Чем больше полномочий у регионов, тем меньше стимула выходить из состава России. Если бы у Дальнего Востока, условно, если бы Дальнему Востоку были делегированы все полномочия, хотя бы предусмотренные нынешней Конституцией, то количество людей, проголосовавших на референдуме за присоединение к Японии, было бы гораздо меньше. Ну, возможно, это справедливо для региона самодостаточного, но ведь у нас много субъектов, которым реально, которым нужно помогать во всех вопросах. Потому что у нас советская административно-территориальная нарезка, мы ее не изменили. То есть нарезку все-таки надо менять? Да, но очень аккуратно. Да, не надо. Я согласен как раз в данном случае с Владимиром Владимировичем, что не надо бежать впереди паровоз. Надо потихонечку, постепенно.
постепенно как-то. То есть не трогая границы национальных республик, например, национальных можно республик трогать... точно не трогая, даже таких абсолютно русских регионов надо посмотреть, готова ли ситуация к этому или нет, потому что здесь испортить очень легко, сказать, да, а постановить потом статус-кво будет значительно сложнее. Ну, условно, Белгородскую область там с условной Воронежской соединить, в принципе, при желании осторожно. Можно, да, но только надо убедиться в том, что к этому готов процесс, потому что это не является насущной необходимостью. Да, вот чем хорош Владимир Владимирович Путин, я с ним во многом не согласен, но согласен я с ним в том, что определенные шаги нужно предпринимать только тогда, когда они остро необходимы. А если нет острой необходимости, лучше от них отказаться. То есть ничего не делать, в принципе? В каких-то вопросах. Ничего не делать, в каких-то вопросах, наоборот, надо двигаться гораздо быстрее. Вот чем в каких сейчас. надо? Вот сейчас вот где надо отменять санкции, надо, безусловно, выводить Россию из режима международных санкций. Чтобы это сделать, нужно что? Курилы отдать Японии. Только Курилы? А нет другого сюжета. У меня все остальные сюжеты привязаны к Украине. Совершенно очевидно, что Россия не отдаст Крым никогда. Всякий человек, который утверждает обратно, он лицемерит. То есть, отдав 4 острова Японии, можно решить все вопросы сейчас? Отдав 4, не все, конечно, не все, часть вопросов можно решить. Потому что отдав, но главное, это выводит Россию из украинского контекста. Ну, если Япония выйдет из режима санкций, и через Японию мы получим снова доступ к международным финансам и технологиям, то уже вопрос о том, что делает Россия на Украине, стоит гораздо менее остро. Да, все равно мы будем осуждаемы за то, что Россия делает на Украине, да? Но это станет не единственным пунктом повестки дня в отношении санкций. То есть фактически получается так, что если Япония выходит из режима санкций, то она остается таким коридором, да, связи, конечно, во всех смыслах. И кроме того, я считаю, что Япония очень важна еще нам как спонсор и соратник в сдерживании Китая. Потому что китайская экспансия на территории Сибири и Дальнего Востока кажется мне весьма важной угрозой национальной безопасности как раз. Насколько в обозримом будущем? Потому что говорят об этом, в принципе, довольно давно, что вот Китай наращивает там ресурсы и так далее. Но пока вроде... Дело нет, понимаете, Китай же не собирается нападать на Россию, да, объявлять ей войну. Ни в коем случае. Китай так никогда не сделал. И происходит инфильтрация ползучая огромного количества китайского населения, сотен тысяч человек, через практически неохраняемую российско-китайскую границу. Вот это является угрозой. И когда сегодня вы находитесь в Владивостоке, в Хабаровске, в Чите, вы видите огромное количество вывесок на китайском языке. Это о чем-то говорит? Говорит. Еще один вопрос от Сергея, который вот сегодня хорошие вопросы нам шлет. Как вы думаете, что может стать последней каплей для народного терпения? Какой-то эксцесс, вот какое-то демонстративное унижение. Поэтому я предупредил бы еще раз мэра Сибая, что не надо унижать народ. Надо покаяться перед ним. Это успокоит ситуацию. Не нужно выпендриваться. Если ты богатый человек, это не значит, что ты завтра не окажешься в следственном изоляторе. Так, значит, как вы оцениваете шансы Юрия Дудя в возможном будущем интервью с Владимиром Рудольфовичем Соловьевым? Владимир вас спрашивает. Хороший вопрос, хороший, потому что это абсолютно полярные величины. Дудя, к сожалению, лично я не знаю. Владимира Рудольфовича я неплохо лично знаю. Как и с Киселевым, понимаете, тут порядок против класс. Класс на стороне Дудя, порядок на стороне Соловьева. Поэтому если Соловьев может задавить Дудя своим опытом гигантским, да? Но, конечно, актуальное преимущество в свободе мышления, в свободе выражения своих взглядов на стороне Дудя. Пожелаем ему успеха. А в случае с Киселевым именно это произошло? Опыт взял? Да, опыт и неготовность. То, что, как учит нас наш общий босс Алексей Алексеевич Венедиктов, главный редактор Москвы, главный залог успеха любого эфира, к эфиру надо готовиться. А Дудь не подготовился к эфиру с Киселевым. Не знаю, по какой причине, но не подготовился. Это было абсолютно видно. Он не готов к разговору. Вот еще нас радиослушательница тетя Роза возвращает к нашей республиканской повестке. Кто бы выпустил сына Рахимова, ну, видимо, в Австрию, да, если бы он был виновен в каких-то делах? Вот здесь вы как можете прокомментировать эту реплику? Ну, просто в те времена считалось неправильным сажать родственника действующего главы региона. Мы знаем, что отношения между отцом и сыном очень непростые. Мы знаем, что сын гей. Да, сказать, что это само по себе является огромной травмой для отца. Потому что он человек старый в закалке, он не понимает, как может быть геем, да? Значит, и так далее, и так далее. Но просто нет, никто не хотел убивать, уничтожать Муртазу Губайдуловича. И поэтому сына отпустили. Сейчас бы его не отпустили. Времена были другие. Как вы оцениваете потенциал так называемой протестной активности? Вот вспоминается просто 11-12 год, да, были определенные вот ситуации с выборами тогда в Думу, закончилось большими митингами, потом все сошло на нет. В регионах, в принципе, изначально все было тихо. Сейчас ситуация как-то отличается? Нужны триггеры, понимаете? Вот, допустим, возьмем абсолютно тихую и непротестную Архангельскую область. Так.
Да, в ней 12 тысяч человек вышло на митинг против вывоза мусора из Московской области, против создания мусорного полигона. А 12 тысяч для Архангельска — это огромная цифра. Огромная, да? Это потому что в Москве 100 тысяч выйдет или 200. Да? Поэтому протестная активность будет возникать там, где есть конкретные поводы, сильно раздражающие народ. Но вот пенсионная реформа, она есть везде, но как-то не видно ничего. Пенсионная реформа — это, понимаете, люди и так считают, что государство их обязательно обманет и ограбит. Поэтому в этом смысле пенсионная реформа ничего не меняет в психологии отношений человека к государству. То есть люди наши русские привыкли к тому, что денежный никто вопрос... Никто и так не рассчитывает на эту пенсию нищенскую. Ну, согласитесь. Ну что, мы с вами думаем, что мы будем жить на пенсию? Ну и никто так не думает. Пенсионная реформа все гробы. Да. То есть только если касается... Понимаете, она неприемлема как форма откровенного хамства по отношению к народу, да. Но она не имеет никакого практического измерения. Что мы так бы не прожили на пенсию, и так мы не проживем. Какая разница? Будет мы голодать будем на 5 лет дольше или на 5 лет меньше. Я шучу, любой человек в России, который собирается не залечь в гроб, он, естественно, будет работать до упора. То есть только 80-90 вещи. Сколько жив, да? И в этом смысле пенсионный возраст не имеет никакого значения, ибо пенсия настолько ничтожна, что она скажет, это просто как украшение на стене. Ну вот висит портрет Владимира Путина на стене. А сейчас пришли какие-то люди из ЖЭКа и забрали. Ну и забрали. Жители регионов, мне кажется, с вами не согласятся. Многие живут на пенсию и, в принципе, живут, ну, в смысле, выживают только на нее, вполне себе достаточную пенсию. Ну, они, понимаете, выживают уже в более преклонном возрасте, чем барьер пенсионного возраста. 60-65 — это не возраст по нынешним временам. Это время еще достаточно активной молодости. И поэтому, как ни смешно, я сторонник пенсионной реформы, потому что не по тем же мотивам, по которым Кремль просто хочет нас всех ограбить, он всегда это и будет делать. И ничего другого от Кремля ожидать нельзя. Было бы наивно полагать, что он хочет нас счастливить. Хочет нас забрать, что у нас есть, а не дать нам что-нибудь. Но у нас есть немного, но даже то немного он хочет забрать. Но я сторонник того, чтобы люди не становились стариками преждевременно. Потому что вот сама наша психология, что доживем до пенсии, ну, это не абсолютно ерунда. Что в 60 лет, знаете, сейчас женщина может ходить ребенка в 50 лет. В России в том числе? В исключительных случаях в России, к сожалению, в исключительных, да. А в мире, я думаю, это будет общей практикой через 5-7 лет, как и борьба с раком. Я даже не про ребенка, а в принципе, вот не быть стариком в этом возрасте в России реально? Это вопрос самонастроя. Как ты себя настроишь, к такому возрасту ты и принадлежишь. Еще один короткий вопрос от Салавата. Почему не трогает фонд «Урал»? У нас 30 секунд. Потому что Муртаза до сих пор, в общем, выполняет свои обязательства перед Кремлем. Муртаза Губайдулович выполняет свои обязательства перед Кремлем, и Владимир Владимирович, как человек консервативный, не считает нужным распатронивать то, что, в общем, его устраивает. Это был публицист Станислав Белковский. Всем спасибо. Еще раз напоминаю, что сегодня в 7 вечера, здесь же, в этом же здании, Гоголя 72, в Уфе, моя лекция. Приходите. Спасибо. До свидания.